Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы одновременно выходим на телевидение НВК Саха и радио Тетим Саха Раджета. Режиссеры программы Марина Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущая Елена Попова. Дорогие телезрители и радиослушатели, если у вас возникнут вопросы в течение прямого эфира, вы можете позвонить по телефонам 8 41 12 32 00 66 32 11 66. Но сегодня мы с вами обсудим два вопроса о финансах. И в первом блоке мы обсудим государственный бюджет Республики Саха-Якутия как инструмент поддержки жизнедеятельности населения республики. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности министра финансов Республики Саха-Якутия Алексеев Иван Иванович. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый день. Благодарю вас за то, что вы нашли время и подошли в нашу студию. Бюджет уже 2026 года уже утвержден, и его уже называют официально более социально направленным. Скажите, пожалуйста, а какие показатели показывают на то, что социальной направленности? Еще раз добрый день. Действительно, мы свой бюджет называем социальным, социально ориентированным. Этому есть объяснение. Вот у нас на текущий 2026 год расходы бюджета утверждены в объеме практически 350 миллиардов рублей. Из этих 350 миллиардов 170 миллиардов, это практически половина, 46-48%, они будут направлены на социальную сферу. Это у нас отрасли образования, здравоохранения, социальная защита, культура, физическая культура и спорт. То есть половина практически расходов государственного бюджета республики будут направляться на эти отрасли, на социальную сферу. И я считаю, что 50, 48, 50% по факту, по исполнению года оно будет даже больше. Это такая золотая середина, потому что мы видим, что есть субъекты, где расходы на социальную сферу составляют 70-80%. Но это значит, что они меньше направляют средства на поддержку экономики, отраслей жизнеобеспечения. У нас очень большую долю затрат занимает ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство. Мы традиционно большую сумму выделяем на сельское хозяйство, на развитие сельского хозяйства. И, в принципе, поэтому у нас социальная сфера остается сбалансированной в районе 50%. И это, в принципе, правильно. Бюджет, он должен быть социально ориентированный. И у нас половина расходов, как и прежде, направляется, несмотря на все сложности, на социальную сферу. То есть у нас школы будут строиться, и социальные население, которое нуждается в социальной поддержке, будут получать свои ожидаемые поступления. Да, у нас тот объем средств, который я озвучил, он должно хватить на 100% исполнение наших социальных обязательств. Это в первую очередь заработная плата работников бюджетной сферы. Это у нас все социальные выплаты и пособия, которые у нас предусмотрены в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения республики». Ну а что касается строительства, да, у нас последние годы, конечно, идет сокращение объемов строительства социальных объектов, но несмотря на это у нас в планах несколько школ мы все равно введем в текущем году. В прошлом году ввели несколько, и в этом году тоже будем вводить и школы, и детские сады, и объекты здравоохранения. То есть понемногу, но стройка у нас идет. А за счет чего наполняется бюджет у нас? Есть ли финансовые поступления, безвозмездные поступления из федерального центра? И какова их пропорция, может быть? Озвученные цифры 350 миллиардов – это расходы бюджета, а доходы у нас утверждены в объеме 337 миллиардов рублей. То есть из 337 миллиардов, действительно 117 миллиардов – это безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления, если понимать, это те средства, которые мы получаем с федерального бюджета. Это в первую очередь дотации, их два вида – это на выравнивание и на сбалансированность. Также мы получаем субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. А 117 – это примерно треть. При этом надо отметить, что дотация на выравнивание, мы в прошлом году, когда утверждали бюджет, об этом говорили, она у нас по сравнению с 2025 годом даже выросла на порядка 5 миллиардов рублей. Действительно, очень большая работа была проведена. Лично Александр Сергеевич подключался к этой работе. Нам здорово помогла депутат Госдумы Галина Иннокентьевна Данчикова. Здесь же дотация на выравнивание, она распределяется между субъектами на основе методики.
Эта методика утверждается на уровне федерального правительства. Соответственно, там надо постоянно доказывать и отстаивать свои интересы. Мы туда в свое время вводили такой коэффициент, как транспортная доступность. Надо же понимать, что у нас республика, территория большая, населенные пункты у нас разбросаны по всей территории, и это действительно важно в целях жизнеобеспечения республики. При этом вот некоторые говорят, вот республика богатая, при этом вы получаете дотацию. Но я считаю, что здесь ничего плохого в этом нет. Мы обязаны получать, потому что у нас расходы действительно достаточно больше, чем в средней полосе страны. Поэтому мы всегда доказываем и всегда должны доказывать, что дотацию мы должны получать. Ну а субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, которые я говорил, они распределяются в основном в конкурсном порядке. И тут уже зависит, как наши отраслевые министерства отработают с федеральными органами исполнительной власти. И в течение года эта сумма обычно у нас увеличивается по мере прохождения конкурсных отборов, процедур и так далее. Но самое главное, это, наверное, не даже безвозмездные поступления, а наши собственные доходы, которые республика... В основном из чего состоят наши собственные поступления? Вот собственные, они делятся условно на два вида. Это налоговые и неналоговые. Ну, это понятно, налоговые — это значит то, что поступает нам в виде налогов, а неналоговые — это другие поступления. И здесь надо отметить, что объем у нас ежегодно по собственным доходам растет. На этот год мы утвердили 219 миллиардов рублей. В прошлом году по факту получилось около 202 миллиардов рублей. Соответственно, идет рост по сравнению с 2025 годом. И несмотря на все сложности, мы в прошлом году вот по налоговым доходам практически плановые цифры исполнили. 99,2%. А если брать консолидированный бюджет, то есть государственный и бюджеты муниципальных образований, то 100% исполнение было по налогам. То есть то, что мы запланировали в виде поступления налогов, мы все собрали. Здесь большая заслуга нашей налоговой инспекции по Республике Саха-Якутия. Мы с коллегами постоянно в связи, работаем с каждым налогоплательщиком, с каждой отраслью. В принципе, понимаем, что, все понимают, что наша страна, наша республика с 22 года живет же в других условиях. Да. В совершенно других условиях. Очень такое беспрецедентное санкционное давление, но несмотря на это мы налоги собираем. А если брать вот отдельно каждый вид налоговых и неналоговых, то налоговые у нас 4 основных вида. Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и налог на имущество. Вот 4 налога, которые формируют основную базу поступления налоговых собственных доходов. И анализируя опять-таки 25 год, можно посмотреть, что налог на доходы физических лиц, имущество и НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, мы их исполнили 100%, даже перевыполнили. Единственное неисполнение было у нас по налогу на прибыль. Но налог на прибыль мы изначально прогнозировали, что он будет не исполнен, хотя мы пытались до плановых цифр дойти, но не только у нас, это практически по всем субъектам страны было неисполнение по налогу на прибыль. Ну, а вот что делать, если... Так, у нас поступил телефонный вопрос. Наушники можете надеть? Ага. Алло. Да, здравствуйте. 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 Это с города Якутска Яков Сисев. Я на публичных слушаниях бюджета, 26-го года присутствовал. И там было озвучено и предъявлено резерв в бюджете 36 миллиардов. А вот после третьего чтения сколько у нас резерва осталось? И второй вопрос. НДПИ. У нас сколько сейчас, НДПИ бюджет поступает, должно поступать, и львиная доля, наверное, Алроса, там, кто еще? Можете там перечислить, кто побольше нам дает? Спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем-то, человек задал вопрос, который я хотела задать, и про резервы. Спасибо, Якову, за вопрос. Действительно, мы ежегодно, когда принимаем бюджет на предстоящий год, проводим публичные слушания. Туда достаточно активно люди там участвуют, задают вопросы. И мы озвучивали цифры не резерв, а зарезервированных источников на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
И мы действительно на 26 год заложили 36 миллиардов 200 миллионов рублей на эти цели. Почему мы сразу их не распределили? Потому что мы понимаем, что вот когда формируется бюджет в октябре-ноябре, мы не знаем, какой будет штатная численность людей, какой будет у них стаж, сколько работников будет работать конкретно по каждому учреждению. Поэтому мы подбиваем цифры, которые у нас тогда есть, и резервируем определенную сумму. Потом в течение года эту сумму доводим до каждого министерства, до каждого учреждения. То есть врачи, учителя, работники культуры, социальной сферы, защиты и так далее, они получают деньги оттуда на повышение. И вот эта сумма 36 миллиардов 200, она в этом году заложена, и она сейчас идет как раз ее распределение по отраслям. И эта сумма не поменялась, то есть эта сумма будет доведена до наших работников, чтобы с целью повысить им заработную плату с теми индикаторами, которые мы для себя утвердили на текущий год. Что касается вот НДПИ, налога на добычу полезных ископаемых, у нас объем на этот год предусмотрен 43 миллиарда 400 миллионов рублей, мы запланировали. Но конкретно вот по налогоплательщикам я говорить не имею права, к сожалению. Сейчас законодательство поменяло, у нас есть понятие налоговой тайны, есть коммерческие ограничения, которые мы должны соблюдать, да, обязательно. К сожалению, это так, но у нас есть отрасли золотодобывающая, угледобывающая и алмазодобывающая. Вот эти три отрасли, они формируют львиную долю поступления налога на добычу полезных ископаемых. Спасибо большое. Так, еще телефонный. Здравствуйте. Вопрос. Алло, здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, вопрос. Так, с Намского района, Михаил Новгородов. Я уже этот третий год ставлю вопрос насчет водителей школьных автобусов. Вопрос насчет школьных автобусов. Первый вопрос. Оплата водителей, это какого? По минималке это. А так, по сравнению с другими водителями, у нас ответственность за перевозки детей и за техническое состояние транспортных средств. И второй вопрос. Я ставил вопрос даже Илдархану, и мой вопрос направили это Министерство образования. Насчет того, что это автобусы поступают, а водителей на автобусы не хватает. Я предложил им это предусмотреть в бюджете деньги на обучение своих населенных пунктов, где находятся автобусы, в администрацию бюджет, и деньги на обучение этих водителей с условием их отработки. Спасибо большое. Так, по поводу водителей. Да, Михаил задает вопросы, которые, в принципе, относятся к полномочиям местных властей, но я отвечу, потому что, хотя все школы у нас являются муниципальными, которые находятся на территории Намского района, субвенции на обеспечение государственного стандарта общего и дошкольного образования мы доводим до муниципалитетов с государственного бюджета. Но вопрос достаточно актуальный, действительно очень большая ответственность. Сейчас же очень были ужесточены требования по перевозкам, особенно детским. Это и наличие тахометра, это и наличие ограничения по скорости, и километраж, который они должны пройти. Но здесь вопрос же в том, что если человек имеет определенную категорию водительских прав, он будет востребован на рынке труда. Он пойдет работать и может в другом направлении, где у него заработная плата будет выше. Поэтому надо этот вопрос нам комплексно с Министерством образования рассмотреть. И действительно, как Михаил сказал, наверное, надо поднимать вопросы повышения заработной платы. Но здесь и плавно перетекает и второй вопрос. Если даже, хотя я знаю, что есть учреждения, которые платят за обучение, но кто гарантирует, что человек, получив определенную категорию прав, не уйдет в другую организацию работать, где повыше зарплата? Поэтому надо смотреть комплексно и действительно, с одной стороны, повышать заработную плату, со второй стороны, создавать условия, чтобы люди оставались и работали. Вопрос важный. Мы отработаем. Спасибо. Спасибо большое.
Давайте поговорим о стратегии развития искусственного интеллекта. В апреле Якутия планирует утвердить эту стратегию. Скажите, пожалуйста, в каких целей будет использоваться и искусственный интеллект? У нас в республике утвержден Совет по внедрению искусственного интеллекта. Возглавляет Совет глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Я тоже вхожу в этот совет. Недавно было первое заседание этого совета. И действительно, мы понимаем, что искусственный интеллект, жизнь будет внедряться достаточно быстро, и надо за этими изменениями, конечно, нам успевать. Что касается именно бюджетных вопросов, недавно было большое совещание на уровне Минфина Российской Федерации, мы тоже участвовали. Мы, в принципе, понимаем, в каком направлении нам надо двигаться. Это, в первую очередь, наверное, проверка целевых статей бюджета, чтобы искусственный интеллект сразу сам проверял и соотносил коды. Возможно, вопросы будут в части ревизионной деятельности, чтобы тоже была проверка. Если брать упрощенно, целевое, нецелевое, подходит, не подходит, но у нас часто бывают вопросы, которые надо решать оперативно. И здесь, наверное, искусственный интеллект нам, наоборот, может только помешать. Поэтому будем подходить взвешенно. То есть финансисты могут быть спокойны, будет работа для людей, останется, если не вся работа перейдет к искусственному интеллекту. Не вся, но при этом то, что нам сейчас дает возможность быстрее, эффективнее работать, это надо от ИИ брать. Спасибо большое. Иван Иванович, вы начинали свой путь в Минфине с должности ведущего специалиста. А что бы вы посоветовали молодым экономистам, которые хотели бы, возможно, работать в Министерстве финансов? Действительно, у меня первое рабочее место после получения диплома о высшем образовании была должность ведущего специалиста в Минфине Республики. Я вспоминаю, как я первый рабочий день начинал, как я проходил собеседование, знакомился с коллегами. Если брать молодых специалистов, которые к нам приходят, у нас есть свой молодежный совет в министерстве. Порядка 50 специалистов у нас туда входят, то есть 50 человек — это молодые специалисты. И мой совет — просто не бояться и работать, потому что у нас в министерстве очень сильно развито наставничество. Я сам через это проходил. И молодым специалистам у нас, как раньше говорили, везде дорога, но при этом коллеги готовы всегда подсказать, поделиться опытом. И такой сплав, когда в министерстве есть очень опытные сотрудники и молодые, это дает всегда хороший результат. У нас средний возраст, несмотря на то, что 50 человек — это молодые специалисты, 41 год, то есть такой средний возраст. При этом около 70% работников имеют стаж больше 10 лет в органах госвласти, а треть больше 20 лет даже. То есть есть опытные, есть молодые, как я сказал. И молодежь у нас очень активная, они всегда выходят со своими инициативами, мы это поощряем. И поэтому я считаю, что молодежи не надо бояться работать на госслужбе. Главное, не надо бояться. Да, все в их руках. И сейчас молодежь приходит очень хорошая, очень образованная, активная. И надо их только поддерживать. Спасибо. Иван Иванович, вы не только министр, но и руководитель уполномоченного органа по финансовой грамотности в республике. И если говорить просто, какой житейский совет вы дали бы в условиях этой текущей экономической ситуации жителям республики? Что бы вы посоветовали делать прямо сегодня? Действительно, вопрос повышения финансовой грамотности стоит достаточно остро. Даже, наверное, не финансовая грамотность, а по стратегии мы должны достигнуть финансовой культуры. Но мы понимаем, что сейчас в первую очередь для населения, наверное, надо повысить финансовую безопасность. Мы все знаем, что такое киберпреступность, финансовое мошенничество, какие суммы люди теряют ежегодно. Поэтому вопрос финансовой грамотности всегда это повестка правительства должна быть в первую очередь. Как грамотно распоряжаться своими средствами, не брать дорогие сейчас кредиты при острой необходимости и стараться из своих заработанных средств все равно что-то откладывать, сохранять их на вкладах и приумножать. Спасибо большое. Это очень ценные рекомендации.
А сейчас, дорогие друзья, у нас будет короткая рекламная пауза, после которой мы поговорим, как применить финансы в реальной жизни. Спасибо. Мы снова в эфире и продолжаем разговор о финансовой грамотности с предпринимателем, генеральным директором строительной компании «Серге» Лебедевым Игорем Игоревичем. Здравствуйте, Игорь Игоревич. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе и чем занимается ваша компания. Меня зовут Игорь Лебедев. Я являюсь основателем и генеральным директором строительной компании «Серге». Занимаемся частным домостроением по республике Саха-Якутия. Работаем с 2020 года. И сам по образованию строитель, женат и 2 детей. Спасибо. А вот мы в первом блоке разговаривали о бюджете республики. Как составляется бюджет строительной компании? Есть ли у вас бюджет и с чего у вас начинается финансовое планирование? Вообще я работаю с 2020 года, да, и начал вести управленческий учет вообще в моей компании с 2021 года, то есть начал вести движение денежных средств, начал уже планировать расходы, доходы, и, соответственно, работаем по управленческому учету, и когда есть управленческий учет, ты уже видишь ясную картину вообще в целом, да, когда предприниматель уже занимается деятельностью без плана, тогда управляет, сложно, так скажем, вслепую. Угу. То есть вы знаете ваши расходы, практически расписали, да, и доходы предполагаете, какие доходы получать, да? То есть еженедельно мы смотрим, сколько у нас будет расходов на текущую неделю, да, и вообще по году тоже планируем доходы и расходы. А вот в этом году предприниматели столкнулись с многочисленными налоговыми изменениями. Как вы относитесь вот к этим изменениям? Вообще изменения происходят каждый год. В нашей нише, тем более, да, нише строительства, чуть ли каждый год изменения происходят. Например, там в прошлом году вообще приостановили ипотечные программы, и на тот момент мы не знали, что делать, как быть, и мы уже привыкли к этому, да, но каждый год идут изменения, и это как бы закалило вас, вас и нас, и это уже привычно, мы уже как бы привыкли к этому. И то есть для вас налоговые изменения это один из видов изменений, получается. Да. То есть с 2022 года очень много изменений. То меняют условия ипотеки, да, то останавливают ипотеку. То есть таких моментов очень много. То есть можно считать вас закаленным к изменениям. Можно сказать так. Это хорошо. Но тем не менее в любом бизнесе бывают кассовые разрывы, да? И, например, ситуация, когда клиент, который не может заплатить, а у вас завтра уже платежи. Что вы делаете в такой сложной ситуации? В сложных ситуациях главное не пасть в панику, то есть смотреть на ситуацию хладнокровно и как бы решать вопросы. То есть мы работаем с людьми, да, и самое главное это умение общаться с людьми, умение договариваться в целом, да, и общаясь с людьми, мы решаем вопросы. То есть с контрагентами договариваемся, да, с поставщиками договариваемся, с клиентами, возможно, да, и также решаем определенные вопросы. То есть, в принципе, ситуации бывают, но просто вы ходите через общение, через разговоры. Да. А вот в деятельности какие финансовые показатели вы смотрите обычно для того, чтобы контролировать ваш бизнес? Во-первых, смотрим на доход компании.
на валовую прибыль, на маржинальную прибыль, да. И как бы, ну, основной показатель у нас это маржинальная прибыль. Мы еженедельно смотрим на маржинальную прибыль и тем самым управляем вообще компанией. Мгм. Хорошо. Вот давайте поговорим про кредиты. Многие предприниматели, ну, не секрет, что некоторые боятся кредитов, брать кредиты, а некоторые, наоборот, закредитованы. Какая обстановка с кредитами у вас на предприятии? Как вы относитесь вообще к кредитам в бизнесе? Ага. Есть ли у вас кредиты? Да, есть у нас кредиты, у нас есть лизинг, и мы брали кредит в 2022 году. И, ну, мы пользуемся кредитами, да. Сейчас в нашей сфере мы строим через escrow счета, да. То есть это означает то, что мы строим дома именно за свой счет, и бывает, ну, банк нас финансирует, ну, дает кредит. Ну, то есть это кредитные, да? Да, тоже. то есть кредитные средства, да. Тем самым мы, ну, выполняем свои обязательства. Ну, вот как использовать кредит, чтобы не попасть вот в эту закредитованность, например, да, или наоборот, ну вот я так поняла, что вы не боитесь брать кредиты, работать с кредитами, с банковским предложением. Да, ну конкретный случай мы брали лизинг, да, то есть мы выяснили то, что у нас есть узкое горлышко в производстве, то есть надо было снабжать объекты непрерывно, чтобы не было простоя на объекте, чтобы, ну, бригада строительная не простояла, да. И мы выяснили то, что погрузка материалов идет очень медленно. И, соответственно, мы посчитали, что да как, и, ну, решили взять погрузчик в лизинг. И тем самым решили, ну, этот вопрос. То есть полезно брать. Хорошо, спасибо. Вот бизнес с 2020 года у вас рос. И когда предприятие растет, понятно, что надо делегировать какую-то часть, да, и получается, что делегировать надо еще и финансы. Как вы набираете людей и вообще как вы относитесь к тому, что вы делегируете финансовые вопросы сотрудникам, наемным сотрудникам, да, и как вы доверяете этим людям, потому что многие люди останавливаются именно в том, что, ну, не отдавая людям вопросы управления деньгами. Ну, вообще делегирование – это самая важная часть для предпринимателя, да. Без делегирования вообще, как говорится, бизнес не растет, поэтому у нас в компании есть определенные ценности, есть определенная оргполитика, да, то есть правила, и у нас найм сотрудников идет именно по ценностям компании. И, ну, бизнес строится на доверии, то есть без доверия как бы, ну, работа не идет, и, соответственно, ну, мы доверяем своим сотрудникам, и как бы у нас в компании все прозрачно, то есть все руководители смотрят на финансовые показатели компании, да, и тем самым они знают, что происходит в компании, как у нас с доходами, как у нас с расходами, да, и тем самым, ну, идет эффективная работа. То есть для того, чтобы делегировать, в частности, ну, финансовые вопросы, да, по идее, все, что в бизнесе относится к финансам, вы при найме смотрите на человека, совпадают ли ценности человека с вашими ценностями. А это общечеловеческие какие-то ценности или определенные вот именно в вашей компании что-то есть? Ну, например, ценности относительно честности, да. То есть у нас все прописано, вся это дело. И когда человек приходит в нашу компанию, уже читает вот эти документы и, ну, знает, какие у нас правила, какая у нас оргполитика. Бывает, что люди уходят сразу после того, как это прочитали? Про вашу политику? Ну, это уже работа руководителя, ну, кто занимается наймом, да, то есть у нас воронка найма идет так, что, ну, мало кто уходит. Хорошо. Ну вот вы сказали при представлении, что вы женаты,
Скажите, пожалуйста, насколько супруга посвящена вот, ваши дела, финансовые вопросы? Советуетесь ли вы с супругой? Конечно, советуюсь. Это моя самая главная опора, поддержка. Без поддержки жены, как говорится, ну, работа не идет, да? Но это самый главный мой тыл. То есть без поддержки жены вообще как бы мне сложновато. Поэтому я рассказываю, что происходит в моей компании, какие трудности есть, какие у нас, ну, вообще финансовые показатели, да. И, на мой взгляд, советоваться с женой, ну, должны предприниматели. И иногда даже, ну, ценно то, что есть человек, который слушает, ну, без оценки, как говорится. Поэтому для предпринимателя поддержка жены – это самое важное. Спасибо. А вот у нас тема «Финансовая грамотность предпринимателей». И что бы вы посоветовали начинающему предпринимателю, да, вот, именно в части финансов? На что обращать больше внимания? С чего начать? Может быть? Ну, я советую много учиться по этому вопросу, да, именно что касается финансов, потому что для предпринимателей финансовая часть – это очень важная часть, то есть надо уметь конфронтировать деньги, да, от этого зависит вся деятельность. Ну, в этом материальном мире все равно каждый человек должен уметь управлять своими деньгами и влиять на это, да. И, соответственно, я начинающим предпринимателям и предпринимателям вообще советую много учиться по финансам и работать. Вот когда начинаешь, встречаешься с очень большими ошибками. Есть ли у вас, были ли ошибки по финансам в ходе, ну, вот, вашей деятельности? Да, были. Можете каким-нибудь поделиться, если есть возможность? Ну, из-за неправильного планирования, да, в начале деятельности всегда бывают ошибки, на мой взгляд, это нормально, да, то есть все решается именно в пути, то есть из-за неправильного планирования у нас, ну, в начале деятельности производство хромало, так скажем, да, и когда ты управляешь компанию именно чувствами своими, без точных данных, да, тогда вероятность, что ты ошибешься, очень большая. И, соответственно... А в первое время идет управление больше на основе чувств. Да, на основе чувств. И рано или поздно все равно финансово это дает знать. То есть все равно ты встречаешь кассовые разрывы, например, да, и когда, ну, все равно надо учиться и как бы становиться лучше, и улучшаться, и работать. Много раз вы сказали, что надо учиться. А учиться именно чему вы обучаетесь, и обучаете ли своих сотрудников? Да, это наша основная ценность, то есть не стой на месте, действуй по-другому. Это про гибкость и про вообще развитие. То есть наша компания всегда развивается, мы много обучаемся с момента основания компании, да. То есть я сам как директор без обучения вообще никак не могу. Каждый год что-то новое узнаю, всегда стараюсь учиться, да. Сейчас тоже прохожу обучение. Поэтому предпринимателю без обучения, так скажем, ну, тяжко будет. Вот именно основу финансовой грамотности, они начинаются с личных финансов или вот с расчета денег в компании? Ну, в моем случае это с расчета денег компании. Потом после этого я, ну, 2 года назад учился по личным финансам, да, и вот 3-й год я веду свои личные финансы. То есть важно предпринимателю вести свои личные финансы, да, то есть учитывать также? Важно. То есть и почему? Учитывать расходы, доходы. То есть, на мой взгляд, человек должен управлять своими деньгами и на это влиять.
Многие же, когда занимаются бизнесом, в основном внимание свой упор делают на бизнес. Мгм. И немножко забывают о личной жизни, о семейной жизни, да, наносится как бы вот. И вы сейчас говорите, что, ну вот, как вы успеваете обращаться еще с личными финансами, кроме того, как еще ведете вот этот бизнес? Ну, то, что, ну, например, владелец бизнеса, как вообще ведет свою личную жизнь, от этого зависит вообще его компания, да? То есть владельцу бизнеса обязательно, ну, должен смотреть на свои личные финансы, от этого зависит и состояние владельца, да, а состояние владельца напрямую влияет на компанию, на всю компанию, на сотрудников, да, и, соответственно, чтобы жить качественно, ну, нужно управлять своими деньгами. Мгм. А как вы время находите на все это? Ну, время – это как привычка. То есть это Вы как... настроили вообще процессы в бизнесе, да, чтобы иметь возможность и заниматься, ну, личной жизнью? Да, то есть у меня в начале деятельности намерение было именно строить системный бизнес, чтобы бизнес сам по себе работал, да. То есть у нас прописано очень много процессы, то есть ну, работаем над систематизацией бизнеса, да, и, соответственно, ну, стараюсь держать баланс и в личной жизни, и в работе. Спасибо большое. Давайте вот все-таки какой-нибудь совет такой дайте для начинающих предпринимателей. И все это будет относительно финансовой грамотности. Относительно финансовой грамотности. Относительно финансовой грамотности надо учиться финансовой грамотности. И, ну, на самом-то деле очень многое зависит от окружения. Я бы посоветовал найти очень хорошего наставника, того, кто уже добился в сфере финансов определенных успехов, да, и получить от него знаний и смело действовать. Угу. То есть все-таки ваш секрет это обучение. Ну, мы много учимся, да. Ага. И обучаетесь своих сотрудников, да, я так поняла? Да. Угу. Ну, огромное спасибо за вашу открытость и честные ответы. Было очень приятно с вами пообщаться. Ну, дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорили о теме финансов с разных сторон, со стороны и государства, государственного бюджета и со стороны того, каким образом вести свои финансы. Желаю вам обрести финансовую грамотность, берегите себя и до новых встреч в эфире.